Добрый вечер, дорогие наши телезрители. Добрый вечер присутствующим в студии. Я сегодня попытаюсь рассказать вам кое-что из своих личных воспоминаний о нашем городе. И тему, которую я сегодня хочу вам предложить, я бы назвал так: «Амра. Уникальное общественное явление 60-х годов». Я вообще пришел в литературу человеком достаточно взрослым, зрелым, и практически все сюжеты, которые родились и легли на бумагу, и в конечном итоге вышли в свет в качестве, так сказать, книг, они взяты, во-первых, из своего архива памяти и из прошлого нашего прекрасного города. Потому что город – это живой организм, он очень многоплановый, и его история переплетается с историей страны, но она, как бы, так сказать, имеет свои уникальные, свои индивидуальные моменты, и эти моменты, я считаю, заслуживают, наш город заслуживает, чтобы о нем рассказывали много и в разных плоскостях. И с грустью иногда приходится говорить, иногда озорные вещи вспоминаются, но это все вот наш город веселый, героический, со сложной судьбой. Но я не хочу углубляться в историю очень глубоко, но мы все знаем, что вообще история города уходит в такие, так сказать, седые века. И греков древних сюда ветер, значит, путешествий или каких-то других соображений приносил, и римлян, и кого тут только не было, и турок, и персов. И город, понятно, представлял интерес, он находился в благодатной зоне на перекрестке торговых и, значит, стратегических путей, и за этот город всегда шла борьба. Но вот город, который мы уже знаем, к которому привыкли, он начал формироваться, по сути дела, на стыке 19 и 20 столетия, вот, приобретая тот облик, который нам знаком и дорог, и приобретая вот, как бы, так сказать, облик самого города, уже не касаясь его архитектурных особенностей. Так сложилось, что, опять же, торговые и прочие, значит, пути, приходили корабли, развивалась торговля, развивались связи на самом разном уровне, оседали здесь какие-то, так сказать, чужеземцы. И вот со временем культура нашего народа, местного населения, она в каком-то котле, значит, переплавлялась с той культурой, с теми традициями и с теми взглядами, с той ментальностью, которую привнесли, значит, извне. И в конечном итоге, что нам всем очень нравилось, значит, не было ни религиозного, ни ментального, ни культурного давления на каком-то этапе. Все встало на полке взаимоуважения, принимание традиций наших местных, и какие-то традиции привнесенные приняли и мы, которые показались нам, значит, приемлемыми, красивыми и так далее. Город, который я как бы начал описывать, я уже сказал, что это город конца 50-х, начала 60-х годов 20-го столетия, то есть когда я стал еще ребенком воспринимать все, что происходит вокруг. Значит, Сухум в эти годы представлял из себя, во-первых, это была столица автономной республики советской. То есть это был официальный город со всеми атрибутами власти.
одновременно это был научный, культурный и студенческий центр. И одновременно это был все-таки курортный город с очень развитой по тем временам инфраструктурой. Но что меня привлекает и о чем я, так сказать, рассказываю, это вот социум, как говорят, население. То есть то, о чем я говорил, вот этот сплав многих представителей многих национальностей и, собственно говоря, контакты, взаимодействие, дружба и общие какие-то интересы. Это был город, пусть молодые мне, так сказать, поверят, очень высокой культуры во всех смыслах. Конечно, как в любом городе есть пласты, есть, так сказать, что и с грустью или, так сказать, даже со стыдом вспоминать, но в целом это был чистый, красивый, веселый, озорной и в интеллектуальном плане очень продвинутый, как сейчас модно говорить, город. Я хотел бы вот в процессе рассказа какие-то имена знаковые. Значит, те, кто не помнят советские времена, я хочу сказать, что если сейчас у нас, значит, в республике независимой, суверенной, первое лицо – это президент избранный, тогда это было по-другому. Тогда был областной комитет правящей партии коммунистической, и первый секретарь, по сути дела, был первым лицом, который принимал решения судьбоносные для города и для республики. Вот в конце 50-х, в начале 60-х таким человеком был Михаил Тимурович Пгашба. Значит, мы ему обязаны, город ему обязан, и республика обязана ему многим. Он сам был человеком уникальным, творческим, ученым, чиновником партийным, так сказать, он это все прекрасно умел соединить. И после этой эпохи, если так можно выразиться, в городе осталось много полезного. Ну, скажем так, то, что касается архитектуры, вот возникли большие, достаточно для нашего города, жилые кварталы, многие получали жилье такое, значит, современное по тем временам, комфортное жилье. И инфраструктура курортная, она тоже, так сказать, была под вниманием, что-то постоянно строилось. И вот в эти годы, в начале 60-х, рядом с набережной был построен ресторан «Амра». Значит, этот ресторан, ну, во-первых, сейчас на него в силу понятных причин грустно смотреть. Тогда это было очень такое праздничное, что ли, здание. Оно то ли напоминало или вызывало ассоциации какие-то с пришвартованным кораблем, и очень здорово смотрелось. На первых порах фасад был немножко другой, это мы потом уже, кто помнит, фасад изменили, и вот фасад с этими арками очень красивыми, внутри которых, так сказать, золотой сверкающий шар, по бокам дельфины, это очень смотрелось. Ну и я тем, кто не бывал или бывал, наши гости, я говорил всегда, что Амра в переводе «солнце» и есть, поэтому вот этот шар, этот символ солнца. Но вот меня интересовало и интересует, я сейчас рассказываю немножко о другом моменте. Значит, Амра ресторан – это название в кавычках, а Амра, о которой я буду говорить, это уже без кавычек, большими буквами. Вот это некое уникальное общественное явление в Абхазии, в Сухуме тех лет. Что это значит? Ну, во-первых, пожалуй, первый ресторан в городе, где на втором этаже, на открытой террасе, была
кофейня. И ну, раньше, если человек приходил с друзьями в ресторан, не было такого, так сказать, в традициях, чтобы заказывали чай или кофе. Официанты очень удивлялись бы и спрашивали, а пить что будете? Вот. А здесь, значит, это была кофейня, и все в порядке. Ты приходишь, заказываешь чашечку кофе. В самом центре города. Прекрасный, значит, вид с этой террасы и прекрасный кофе. И очень быстро эта терраса, второй уровень Амры, он стал популярен в городе вообще, особенно среди молодых людей. Значит, сначала, я вспоминаю, мы называли эту террасу верхотурой, потом она очень понравилась Фазилю Абдуловичу Искандеру, и он при каждом, так сказать, визите в Мухус, как он называл в своих произведениях наш город, иногда всегда поднимался наверх, и он говорил, здесь на верхней палубе, мне очень комфортно. И какая, так сказать, уникальность в том, что я рассказываю? Вот смотрите, значит, еще раз говорю, это послесталинское время, когда, слава богу, так сказать, давление на Абхазию уже отсутствовали. И такой рывок. Многие наши молодые люди к тому времени, к началу 60-х, окончили университеты, институты и в Абхазии, и за ее пределами. Уже сформировалась интеллигенция, которой вот в рамках, значит, этой советской идеологии иногда было, ну, немножко тесновато. И вот люди собирались на этой верхней палубе и совершенно свободно общались. И эти разговоры, ну, в общем-то, тогда существовало такое слово «диссидент». Это предполагалось, что человек, не согласный с существующей властью и как бы выступающий против нее. Здесь немножко не то, это такая фронда доморощенная, потому что критиковали власть, очень критиковали, но никто не выступал, так сказать, против, а наоборот шли разговоры о том, что каждый из нас может сделать, чтобы ситуация в республике, в городе была более интересная, более, так сказать, продуктивная и так далее, и так далее. И вот это такой клуб сухумской интеллигенции. Кого там только не было. То есть вот называть, если имена, это надо поставить, значит, камеру, наверное, магнитофон, и, который будет там сутки эти имена. Но я вам хочу сказать, что вот я уже сказал, что в основном представители интеллигенции, или литераторы, и художники, артисты, молодые ученые. Ну, какие-то имена я, конечно, так сказать, помню. Я сам по образованию художник, и вот такие люди, как Стасик Иванба, Тариел Ампар, которые потом, в общем, составили славу нашего изобразительного искусства. Котляров такой, Евгений, работал в театре абхазской драмы, очень интересный, значит, художник. Из актеров, вот я там часто помню тех, кого я хорошо знал. Это Сергей Габня, это Джо Пуарошни, музыканты Полянский, Брозгул, Голублишвили, Авицба Ардашин и многие-многие другие. Это вот люди, чьи имена сейчас... Простите, для каждого из нас они очень много значат, потому что это состоявшиеся люди, у каждого почетное место в истории нашей культуры. И помимо того, что я говорю, были разговоры о политике, но все-таки больше обсуждали
выставки, больше обсуждали новые кинофильмы, книги, которые попадали, значит, и тогда был период, когда, в общем, выходили достаточно интересные книги, и были переводы на русский язык практически всех ведущих наших абхазских литераторов, и зарубежные литераторы переводились. То есть в этом плане период был такой достаточно благодатный. Интересовались джазовой музыкой, и ну, много чего интересного. И, скажем, сейчас вот мы привыкли, да, мы говорим о театре с уважением и с радостью, ну, несмотря на некоторые проблемы в Абхазском театре, это временные проблемы, тем не менее, это мощнейший коллектив, очень сильный театр, и сейчас набрал силы, набрал темп Русдрам имени Фазиля Искандера. Вот. Тогда театральная жизнь тоже, так сказать, кипела. Значит, и абхазская труппа, и грузинская труппа. Не было русского театра профессионального, но были два коллектива, ну, как бы народных театров. Один, который возглавлял режиссер Юра Тория, это при Доме культуры профсоюзов, там, где сейчас музей боевой славы. И второй был на базе, значит, Синопского физического института, там Юлий Бидерман возглавлял. Вот это все было очень интересно. То есть, еще раз говорю, казалось бы, маленький город, особенно зимой он вызывал такое впечатление сонного, так сказать, с медленно тянущимся временем, но жизнь очень даже активная и интересная в этом городе была, о чем приятно вспомнить. Ну, я мог бы рассказать какие-то забавные истории, забавные люди, которые попадались там, значит, самые разные. Ну, а потом вот из тех имен, которые стали потом тоже в другой немножко плоскости, но стали известные. Значит, вот такой недавно умерший бард, да, с мировым именем Вилли Токарев. Значит, этого Вилли я тоже помню по Амре. Потом ныне живущий, он, как бы, так сказать, репатриант из Греции, здесь начал петь, потом уехал во Францию и стал популярным, Жан Татлян. Ну, вот много-много таких, так сказать, историй, которые можно было бы долго-долго рассказывать. Я, с вашего позволения, могу вспомнить две истории. Первая история, связанная со встречей с Фазилем Абдуловичем. Значит, мы с Дмитрием Гулием, покойным, к сожалению, моим другом детства, пришли на Амру, и, значит, на верхней палубе сидит Фазиль с какой-то парой московской, муж и жена, видимо, значит, мужчина и женщина. Ну, он явно из писательского сословия, такой весь из себя, значит, интеллигентный, мягкий, добрый. И он какой-то вот немножко нервный, трудно было понять. А это были 70-е годы, и в России, особенно в Москве это было заметно, была такая очередная волна борьбы с алкоголизмом. И вот там, так сказать, если человека где-то в общественном месте застали бы с бутылкой или в подъезде, это милиция, это штраф. Это проблемы. У нас этого, к счастью, не было. Но вот когда уже стало бросаться в глаза его нервозность, его спросили, что вас беспокоит? И он говорит, ребята, у меня, говорит, бутылка там, водки или коньяка, как бы разлить под столом. Почему под столом разлить? Ну, чтоб никто не увидел. Ну и Фазиль подзывает официантку и говорит, стаканы нам дай, пожалуйста, у нас вот коньяк с собой, коньяк или что-то.
Она приносит хрустальные, тогда, помните, были в подстаканниках чай, да, кто я к Игорю обращаюсь, он мой ровесник, роскошные стаканы ставит, тот все равно, оглядываясь, разливает этот коньяк, мы выпили, потом, значит, позвали официантку, принеси еще коньяк. Но тогда в торговле это было принято, так сказать, химичить, как мы говорили. Она принесла чачу в коньячной бутылке, в этой чаче плавали листики маленькие чая, но она выглядела, но тем не менее. И вот когда, значит, мы выпили и эту бутылку, этот дядечка начал говорить всем, кто пришел в это время за стол: слушайте, вы же живете в раю, куда вы рветесь, почему вы едете, кто в Москву, кто, значит, в Ленинград и так далее. Вот такой забавный, ну, жизнь состоит из забавных в том числе. Но еще такая коротенькая история, она, может быть, не впрямую с Амрой, но с этой темой. Амра здесь, значит, рядом морской порт. И ходили от маленького причала, который, где теперешняя кофейня Брехаловка, ходили катера на пляж и прогулочные. И вечерами они выходили в море на прогулку, и чтобы, значит, людей привлечь, туда давали пиво импортное, оно было, значит, популярное. И вот вечером народ собирался, как говорили пивные пассажиры, покататься. А тут катер стоит, у него день отдыха, он стоит у причала, капитана нет, матросов практически нет, один там дежурный. Приходит начальник отдела снабжения или что-то такое, значит, порта с друзьями и с буфетчиком. Ну вот, значит, пиво есть, чача есть, закуска есть. Выпили, через некоторое время они говорят: а давайте покатаемся. Как покатаемся? Катер – это же не лодка с мотором, а ерунда, мы все морские волки. В общем, они с пьяну запускают двигатель и выходят в море, включают, значит, тогда была популярная неаполитанская музыка, и вот под эту музыку идут туда, в сторону Дранды. И где-то в районе там Киласура или Каштака, я не помню, они говорят: одни мужчины, вот как бы женское общество. Ой, вон там, говорит, купаются женщины. И они резко повернули этот катер к берегу, а потом уже у берега оказалось, никто не знает, как его можно ли или вообще остановить, или нельзя его остановить. В общем, этот корабль, это не катер, корабль вылетел, значит, на берег, пролетел немножко и завалился на бок. И что теперь делать? Его оттуда кранами надо убирать. Послали значит, этого начальника снабжения к директору. Он приходит и говорит: шеф, не могу пока озвучить, очень, говорит, деликатный вопрос, говорит, давайте, говорит, ваш катер возьмем, прокатимся немножко. Тут, говорит, куда? Я, говорит, вам потом скажу. Он с акцентом говорил, такой дядька смешной был. В общем, он привез тогдашнего директора к месту аварии. Тот смотрит, не может понять, что ты, говорит, что это натворил. А он ему говорит: шеф, посмотрите, как красиво он лежит, как Титаник. Вот Титаник, причем я не знаю, но вот такие забавные истории, это истории нашего города, это истории, связанные в том числе вот с этим уникальным местом, уникальным сооружением, которое сейчас, к сожалению, все мы видим. И я хотел бы, с вашего позволения, вот коротенький абзац, так сказать, завершающий мой рассказ, зачитать из книги. Эта книга тоже называется «Амра. Галеон юности моей». Она вышла в 2013 году, и даже у меня не осталось. Я попросил в библиотеке на время передачи: дайте показать. И вот здесь есть такие слова. Значит, один из героев, не мой герой, а, значит, другого автора, высказал предположение: когда-нибудь, согласно законам природы, море отступит, и Амра окажется, по сути, в центре огромной загнивающей помойки. Но ведь мы учимся управлять силами природы,
И иногда это получается, нужно только быть упорными и добрыми. Тогда не уйдет море, тогда придут люди, вставят большие светлые окна, выкрасят белоснежной краской стены, натянут новый тент на верхотуре, изваяют шаловливых дельфинов и укрепят их на фасаде Амры вместе со сверкающим солнечным диском. И снова наполнится терраса шумными, веселыми, задорными и красивыми людьми. И будет присутствовать незримо в их общей единой ауре энергетика наших друзей. И снова будет плыть по волнам времени в ароматах свежезаваренного кофе, то ли океанский лайнер, то ли сказочная каравелла, то ли космический межпланетный галеон, имя которому Амра. Очень часто от коренных сухумчан мы слышим вот такие ностальгические истории об Амре. Это, конечно, какой-то феномен в период советской жизни. Но все же, вот что главное в воспоминаниях об этом месте? То, что там позволительно было э, озвучивать какие-то темы, или то, что люди это обсуждали, и вот это какое-то совместное обсуждение. Что вообще это за феномен, с вашей точки зрения, феномен Амры? Ну, я думаю, я уверен в том, что вот он настолько стал популярен, вот этот клуб, о котором я говорю образно, и в него были вовлечены такое количество образованной молодежи, причем не только студентов, а людей, которые уже как бы на социальной лестнице начали расти и завоевывать какую-то популярность, каждый в своей плоскости, каждой в своей стезе. И вот, конечно, то, что обсуждалось там, я говорил уже, обсуждались самые разные вопросы, и вопросы искусства, и вопросы литературы, кино и так далее, вкупе с политическими вопросами. Значит, конечно, тогда было всевидящее око госбезопасности, и в КГБ прекрасно знали, но я так понимаю, что и партийное руководство, и вот эти так сказать, органы, они понимали, что это не диссидентское движение, это, ну пусть, молодые творческие люди, они не выходят, видимо, за ту границу, которая может представлять опасность для идеологии, поэтому их не трогали. Вот это феноменально, потому что, ну, в любой кофейне люди сидят и разговаривают, да, о разном, но там, так сказать, все воздерживались на какие-то, а дальше нельзя. А здесь, ну, еще раз говорю, в пределах, конечно, воспитанности, в пределах, так сказать, каких-то наших реалий. А реалии были же это не то, что, так сказать, там 1937 год, когда жуткие вещи творились. Это все-таки 60-е годы, годы относительной свободы. Поэтому людям было интересно, они участвовали в этом процессе, они, наверное, искренне верили, многие из них, что вот то, что обсуждается, то, что предлагается, допустим, в качестве каких-то, ну, таких очень мягких мер по изменению, что это когда-то будет услышано и принято властью. Вот я думаю, в этом самое важное. Так или иначе, немножко оптимисты. И иногда власть, действующая, нам подкидывает какие-то факты, за которые мы цепляемся и говорим, да, вот медленно, очень медленно, но все-таки какие-то перемены начинаются. Появляются новые люди, новые имена, молодые, энергичные, образованные, они уже на жизнь смотрят по-другому. И, конечно, мы верим, что и возродится в полной мере, этот процесс идет, значит, и наша культура,
и наша, так сказать, республика с точки зрения ее природных, географических, архитектурных ценностей, что это вернется. И вот я сказал, что я надеюсь, когда-то покрасят Амру, и опять наверху, сверху будет идти этот запах свежезаваренного кофе по-сухумски.